на свой день рождения я собрал своих коллег и говорю, ну, проект у нас практически заморожен, давайте придумаем якутский кинопроектор. В какой момент тогда утратили это все дело? Сейчас вот только задумались над тем, чтобы нужно свое действительно, оказывается, делать, да? И мы по их шаблонам учимся сейчас снимать кино. Какие гипотезы вы строите, все равно уже стратегию пишете? Коллективное смотрение – это абсолютно другое восприятие. Цифры разные, время другое. А сейчас как раз-таки пришло время, наверное, снимать вот такое кино, да? Про наших исторических личностей, да? Про Михаила Ефимовича, почему не снять фильм? Петр Чиряев родился 31 мая 1978 года. Окончил Арктический государственный институт культуры и искусств. В 2012 году учредил некоммерческое партнерство «Якутская республиканская киносеть». Сейчас в нее входит 24 кинотеатра с современным оборудованием, расположенные в различных уголках Якутии. С 2014 года является бессменным партнером и соорганизатором Якутского международного кинофестиваля. Во время проведения 5-х и 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» являлся техническим руководителем торжественных церемоний открытия и закрытия игр. В настоящее время генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Экстра Синема». Награжден благодарностью главы республики за вклад в развитие республики, лауреат общественных премий в области культуры и искусства признания, отличной культуры Республики Саха-Якутия. Петр, добрый день. Добрый день. Рада видеть вас в нашей студии, поскольку новости очень хорошие, и еще ждем хорошие новости. Да? Сейчас находитесь в ожидании ответа, распоряжения о том, чтобы кинотеатры были не только по всей республике, но и во многих отдаленных селах, городах России. С подачи якутских разработчиков и вас. Да, совершенно верно. Еще раз добрый день. Взаимно рад вас этой встрече. Да, действительно, сейчас вот мы сидим в ожидании очень важного для нас документа после проведенной встречи с Владимиром Владимировичем Путиным. Да? 30 мая у нас состоялась встреча, я презентовал наш проект, и этот проект очень заинтересовал его. Дело в том, что якутское кино, оно славится не только по всему миру, как что у нас снимается большое количество фильмов, но мы здесь могли разработать и свою технологию кинопоказа, благодаря тому, что у нас есть свой контент и есть свои зрители. Это как в свое время InDriver появился, наверное, у нас в Якутии, да? То же самое у нас вот происходит и в области киносмотрения, да, кинопоказа, кинопроката. Дело в том, что у нас огромная территория, порядка 600 населенных пунктов на территории нашей республики, и в 486 из них есть дома культуры. И вот я всегда задавался вопросом, почему мы хотя бы якутское кино не показываем в наших домах культуры для наших же жителей. Да? Как раньше, в советское время, там, до сих пор во всех этих почти во всех этих домах культуры стоят пленочные киноустановки советского периода. Да? А сейчас вот век цифры, вот раньше, представляете себе, как что нужно было сделать для того, чтобы пленка доехала до определенного населенного пункта, там, чтобы она не переморозилась там, и так далее. Это огромный объем работы, который раньше был достижим. Да? А сейчас, в век цифровых технологий, почему мы цифровой контент не можем доставить до этого села и показать этот же фильм хотя бы наших производителей, которые очень ждут в этих населенных пунктах. А когда, в какой момент пришла вот эта мысль? Мысль пришла еще давно. Вот я кинотеатрами занимаюсь уже более 10 лет. Точнее, 11 лет назад я открывал первый кинотеатр в городе Вилюйске. Ну, это была своя инициатива. Я до этого занимался бизнесом, и хотелось бы заниматься бизнесом, который более такой
положительный какой-то, ну, что-то хорошее, приносящее бизнес. Который да, радовал. Который бы радовал, да, который бы было бы в удовольствие этим заниматься, да. И я выбрал, так как у меня большое количество друзей из кино, а я в свое время занимался бизнесом по видеооснащению всяких мероприятий, освещению, да, то есть вот все время занимался какой-то Но это смежная проекционной деятельность. техникой, да, проекционной техникой, там, светодиодными экранами и так далее. И меня друзья начали просить, каким образом им свой фильм, который сняли, показать по всей республике одновременно. Раньше был такой опыт у ребят, что они снимали фильм там, за 200 тысяч рублей в то время, да. У нас в Якутске они прокатывались, собирали там какую-то кассу, покрывали свои расходы, а дальше по республике практически кинотеатров не было. И говорили, а давайте сделаем каким-то образом, чтобы одновременно показывать кино, потому что раньше они брали под мышку проектор какой-нибудь, ехали по деревням, останавливались в каждой деревне и гастролировали, грубо говоря, да, и показывали свои фильмы. Но все, что они зарабатывали, практически тратили на вот эти вот гастроли, и поэтому была потребность такая, чтобы якутские фильмы одновременно выходили по всем нашим хотя бы районам, да, районным центрам. И вот тогда я задумался о создании киносети. В то время Андрей Савич Борисов возглавлял Министерство культуры. Мы посидели, подумали, каким образом можно было бы хотя бы якутские фильмы доставлять до наших зрителей. Мы тогда разработали цифровую систему защиты контента. Дело в том, что когда вы сняли фильм и отдали его там на диски в то время или же на флеш-носители, да, его можно было на каком-то этапе просто похитить и выложить в интернет. При этом все ваши труды пошли бы на смарку, потому что большинство зрителей, у нас очень быстро распространяется любая какая-то интернет-информация, да, там вышел какой-то фильм и начали все смотреть. То есть сборов у производителей уже не состоялось бы. И мы думали над тем, чтобы как защитить вот этот контент, обезопасить, да. И разработали свою такую систему показа на флеш-носителях, которые открывались лишь на определенном устройстве, да, то есть на определенном компьютере. И эти компьютеры стояли в домах культуры, в которых там происходил показ. И вот с этой идеей я когда-то обратился к Леониду Верещагину, автору фильма, то есть продюсеру фильма «Движение вверх», и попросил его, вы смогли бы нам в такую систему дать свой фильм, да? Он сказал, что пока вы технологию не придумаете, чтобы невозможно было вообще каким-то образом достать оттуда файл из проектора, только в этом случае мы вам будем предоставлять эти фильмы. И тогда вот с этим вопросом я обратился к своим друзьям из японской компании Эйки, о том, чтобы они нам разработали специальный проектор, кинопроектор, в котором будет встроен медиасервер, да, и невозможно было никаким образом, там, подключившись каким-то образом, оттуда вытащить файл. Мы работали над этим, японская компания согласилась нам такой проектор произвести, и первый образец мы еще в 2018 году представили главе республики. Эта инициатива пошла дальше, дошла до Министерства культуры Российской Федерации. Но в тот момент было очень много изменений в правительстве, поэтому все это остановилось. Но мы потом в 2020 году во время проведения нашего кинофестиваля, Якутского международного кинофестиваля, уже подготовили презентацию этого проектора, этой системы показа. Но началась пандемия, к сожалению, и даже те японские коллеги, которые должны были к нам приехать, уже были оформлены визы, приобретены билеты, но весь мир остановился, и все практически встало. Все планы рухнули. Все планы практически, да, рухнули. И за время пандемии, естественно, людям было не до кино практически, да, все кинотеатры встали.
И тогда мы не прекратили практически работать над этим проектом, но тем не менее начали думать над тем, чтобы создать свою технологию, независимо от японцев и так далее. Да? А потом в ходе, как только началась специальная военная операция, начались все ограничения, у нас проект практически встал. И 31 мая 2022 года на свой день рождения я собрал своих коллег и говорю, проект у нас практически заморожен, давайте придумаем якутский кинопроектор. У нас есть замечательный технопарк, у нас есть отличные программисты, все, IT-отрасль хорошо развивается, да? А давайте сделаем свой кинопроектор. И вот начиная с 31 мая 2022 года до 30 мая я уже презентовал проект Владимиру Владимировичу. То есть прошел ровно календарный год, и только в нашей республике это было возможно осуществить. Почему? Потому что наш глава Александр Сергеевич очень трепетно относится к нашим разработкам любым, да, к IT, к креативной экономике. И как только он действительно увидел этот проект, он начал его всячески поддерживать, продвигать. В августе прошлого года организовали встречу с Михаилом Владимировичем Мишустиным. Его этот проект тоже очень заинтересовал. Он даже распоряжение вытаскивал о том, чтобы Министерство культуры Российской Федерации поддержало этот проект. Но есть там определенные барьеры, но в последующем уже и Владимир Владимирович заинтересовал этот проект. И сейчас с его поддержкой, я думаю, что мы создадим кинозалы во всех населенных пунктах, в большинстве населенных пунктов не только нашей республики, но и всей страны. Сразу встречный вопрос. Не боитесь ли, что проект уведут? Потому что сейчас об этом тоже говорят. Нет, большой такой боязни нет. На самом деле мы же стремимся не просто какой-то бизнес развить, да, а мы стремимся больше какую-то социальную значимость этого проекта вытащить. Дело в том, что почему на протяжении 20 лет после советского периода, когда по DCI-технологии начались открываться кинотеатры, до сих пор эта DCI-технология не пришла в село. Почему в каждой деревне нету кинозалов? Потому что экономически это не очень выгодно на самом деле. Да? Дело в том, что импортное оборудование, которое приобретается для кинопоказа сейчас, которое существует во всем мире, оно очень дорогое. Мы сделали более простую модель кинопоказа в селах. И это очень хорошей практикой оказалось. Мы открыли первые 10 залов еще в прошлом году в наших небольших селах, где проживает от 500 человек, где существует Дом культуры. И они сейчас показывают очень неплохие результаты. Сейчас очень много говорят о том, что, да, почему падают кассовые сборы в кинотеатрах, фильмов, точнее, да, и доходы падают у кинотеатров, поскольку сейчас очень много площадок для онлайн-просмотров, где абонентская плата, грубо говоря, 200 рублей оплачиваешь в месяц, и ты можешь смотреть... Не соглашусь. Дело в том, что поход в кино – это не просто потребление контента. Это событие для человека. И на самом деле, если так посмотреть статистику, да, у нас в стране за последние десятилетия каждый житель нашей страны 2 раза ходил в кинотеатр. Если кинофицированного населения, да, это небольшое количество походов на самом деле. И, в принципе, они и сейчас ходят в кино. Вы ходите в кино, в кинотеатр? Я хожу, я киноман. Да, я тоже очень часто раньше ходил в кинотеатр, но поскольку сейчас у меня жизнь — это кинотеатр, поэтому не совсем как-то
удается просто сидеть и смотреть контент. Я больше работаю с технологиями, которые там происходят там, и так далее. Да? Но действительно, посещаемость кинотеатров не падает из-за того, что люди больше идут в онлайн. Дело в том, что голливудское кино исчезло с наших прилавков, поэтому и посещаемость у кинотеатров упала. Если посмотреть на якутские картины, да, каким образом они у нас прокатываются, если в прошлые годы мы собирали там 20-30 миллионов касс, да, на якутское кино в целом, а в прошлом году у нас уже 70 миллионов было. В этом году мы уже перешкалили за 50 миллионов, уже к 60, я думаю, приближаемся. То есть мы каждый год сейчас начали бить рекорд. У нас посещаемость на якутское кино выросла за счет того, что голливудское кино ушло, потребность у человека все равно осталась. Он хочет ходить в кинотеатр, да, ему, особенно молодежь, ну и взрослое население действительно 1-2 раза в год в любом случае, по-моему, ходит в кино. Просто-напросто упало количество очень таких мейджерских, так называемых фильмов, блокбастеров, и поэтому кинотеатры просто начали получать меньше денег. На самом деле вот эта вся экономическая модель, она была выстроена в Голливуде. И вот как только вот эти 7 голливудских студий ушли из нашей страны, естественно, все кинотеатры, которые были построены на их технологии, остались без прилавка, без товара. Да? То есть это похоже на то, что Макдональдс, допустим, без бургеров остался. На пирожках там невозможно будет как-то вырасти. Поэтому мы сейчас предложили поменять модель киносмотрения. Почему кино должны смотреть только в кинотеатрах? Почему нельзя смотреть его в домах культуры, как это было раньше сделано? Да? У нас в стране сейчас существует порядка 2000 кинотеатров. В советское время было 83 тысячи. Цифры абсолютно несопоставимые. Да? Вот если вот по истории немножко пройтись, вообще откуда взялась технологии киносмотрения. Первые вообще изобрели проектор. Эдисон изобретает проектор. Это обычная такая машинка, которая показывает какие-то живые картинки. И вот эту технологию братья Люмьер превратили в бизнес. И вот этот бизнес буквально за полгода захватил практически весь мир. В Санкт-Петербурге он уже был через полгода. Первые показы там были, да? Дальше, в течение 20 лет, в царское время, на территории нашей страны было создано порядка 1500 кинотеатров. Что они показывали? Они показывали, как красиво живется в Европе, как дамочки там с кружевными вот этими зонтиками гуляют по Елисейским полям. Все помним эту хронику, да? И это наводило какую-то смуту на крестьян. Ленин понимал силу кино и национализировал его. Вот 27 августа до сих пор отмечается, 19 года до сих пор отмечается как День российского кино. Там вышел декрет о национализации кино. А вот эти вот предприниматели, которые по западным технологиям открывали кинотеатр, немногие обиделись, все, кто занимался там киноделом, и ушли из страны. Но, тем не менее, это привело к нашему суверенитету кино. За советский период, вот, за период 80 лет, мы производили для кино все. Начиная от кинопленки, кинокамер, заканчивая там кинопроекционным оборудованием, экранами. Даже первые стереофильмы появились в Советском Союзе. Это не Кэмерон придумал. Вот это вот 3D-кино, да? Угу. Это было придумано у нас в стране. Потом... в какой момент тогда утратили это все дело? Русская школа кино славилась по всему миру. Эйзенштейн до сих пор во всех учебниках мировых кинематографий. Да? Утратилось это все в момент перестройки,
когда рухнул Союз, рухнула вся система киноиндустрии вот этой, да, советской. И началась цифровизация. А во время цифровизации, ну, в очень сложный период для нашей страны, мы просто-напросто не производили ничего для кино. Вот до сих пор мы ничего практически не производим. Нету ни камер, никаких технологий мы не разработали до настоящего. Сейчас вот только задумались над тем, чтобы нужно свое действительно, оказывается, делать, да? Вот вы, скорее всего, в телевидении тоже это очень четко почувствовали, когда начались все эти санкции, когда в программное обеспечение все стало, да? В кино такая же картина абсолютно. И все технологии, которые даже технологии производства кино, они были все придуманы в Голливуде. И мы по их шаблонам учимся сейчас снимать кино. То есть составляются сметы производственные, да? Как происходит съемочный процесс. Это все написано по учебникам, стандартам Голливуда, не по-советски. Петр, а вы строите вот какие-то гипотезы? Все-таки 80 тысяч там кинозалов тогда и сейчас, ну, цифры разные, время другое. Есть интернет. Да. Да? Мы сейчас работаем, министерство активно работает над тем, чтобы интернет был в каждом отдаленном уголке республики, и люди смотрят там контент, потребляют контент там. Какие гипотезы вы строите, все равно уже в стратегию пишете, в перспективе, чем и как привлекать? Мы не боремся на самом деле с телефоном, мы не боремся с интернетом, даже больше того, мы не боремся с теми кинотеатрами, которые сейчас существуют, которые были созданы вот по западным технологиям, да? Но вы же все равно смотрите успешность проекта, перспективы. Смотрите, тут у нас есть абсолютно живые примеры. Допустим, вот в прошлом году созданный зал в селе Аппаны, где проживает там чуть больше 1000 человек, когда происходит премьера какого-нибудь якутского фильма, там мест нет вообще. Население не идет просто посмотреть на... Ну, то есть населению важно сходить в свой дом культуры, его посмотреть, собраться всем вместе и сопереживать. Старая добрая привычка. Это не просто привычка, это, скорее всего, потребность людей консолидироваться, собираться в одном месте. И сейчас, в данное время, это очень важно. И это никогда не заменит индивидуальное потребление контента. Да. Об этом, кстати, мы говорили тоже с Владимиром Владимировичем, о том, что хорошо было бы в образовательных учреждениях, помимо культурных учреждений, создать кинозалы для того, чтобы дети могли хотя бы ту же золотую коллекцию фильмов посмотреть коллективно. Потому что коллективное смотрение – это абсолютно другое восприятие. Вот это были слова Владимира Владимировича, который на мою вот эту вот презентацию так и сказал, что это абсолютно другое восприятие. Хорошо, давайте отмотаем вашу жизнь назад. Когда вы открывали первый кинотеатр, вы думали, что ваш проект, да, расширится, размножится до таких размеров, до республиканского проекта, который презентуется на российском уровне? Ну, тогда таких задач не было. 10-11 лет назад, когда мы открывали первый зал, нам важно было понять, как это все устроено, как это работает. До сих пор многие не знают, что какие механизмы внутри кинобизнеса, да? Я не мог понять, почему у нас вот, хотя бы в райцентрах нету кинотеатров до сих пор. Да? У нас за последние 10 лет по DCI-технологии мы создали 24 кинозала. Это очень дорогое удовольствие. Это как очень дорогое устройство поставить маленький населенный пункт, который не может окупить даже расходы на содержание этого оборудования. То есть там и ламповые вот эти проектора были, там лампа стоит 1000 евро, которую нужно менять там 1 раз в 3 месяца, а местное население столько в кино не ходит, чтобы даже закрыть вот эти вот расходы. Это очень
такой нерентабельный, не бизнес, там нету вот этого бизнес-составляющей, поэтому бизнес не смог вот открыть кинотеатры во многих населенных пунктах. И вот мы все время думали над тем, каким образом все-таки доставить кино до зрителя, не нарушив там каких-то там цепочек и соблюдая законы. Потому что публичный кинопоказ, он регламентирован законодательством Российской Федерации. Для того, чтобы организовать публичный показ, вам нужно обязательно зарегистрировать этот зал в системе ЕАИС, чтобы билеты продавались и отчеты за каждый проданный билет туда уходили. Потом у каждого фильма должно быть прокатное удостоверение. Без прокатного удостоверения вы не имеете права вообще организовывать какой-то публичный показ. И соблюсти вот эти все законные вещи, это в селе очень было сложно, да? Даже практически невозможно. И сейчас мы пришли к тому, что мы разработали свою билетную систему там, и так далее, и очень сделали доступную стоимость этого. И у нас сейчас в каждой деревне, где мы сейчас открываем зал, появляется электронная билетная система, которая не только еще и онлайн может продавать билеты, а еще и по пушкинской карте. И не только даже на кино по пушкинской карте, а еще и на мероприятия. То есть вот этот дом культуры, о котором практически ничего не происходило, никогда не было кино, сейчас появляется кино и возможность местному населению, местному молодежи ходить, использовать эту пушкинскую карту. Да, мы много над этим работаем. Естественно, без развития интернета на территории республики это просто было невозможно. В тот момент, когда 10 лет назад интернет почти не было, там кое-как 3G, там 2G, все это только-только начиналось строиться, а сейчас действительно наше Министерство цифры очень хорошо проработало, так что практически в каждом селе, где мы сейчас создаемся, есть интернет-соединение, есть вот эти вот необходимая отчетность, выгрузка отчетов, доставка фильмокопий там, и так далее, все это происходит через интернет. Без развития вот этого интернета как раз-таки этих залов и не было бы. Как поддерживает киносообщество вот эту идею? Киносообщество ждет, когда действительно их контент будет попадать до каждого жителя нашей республики. Это все ждут, когда действительно во всех деревнях это у нас появится. Я еще раз говорю, 486 домов культуры в 600 населенных пунктах. Но почему? Давайте доведем это уже. И киносообщество, оно же еще и зарабатывает на этом, кинопроизводители, да? Вот 10 лет назад, когда мы начали только-только заниматься кинофикацией нашей республики, существовало, по-моему, 8 кинотеатров на территории республики. Мы открыли 24, и сейчас всего в республике у нас 40 кинотеатров. 10 лет назад максимально якутский фильм мог собрать 3 миллиона рублей касс, потому что кинотеатров было мало. Сейчас кинотеатров стало 40, и сборы уже фильма «Айты», там сколько, 22 миллиона составили. То есть мы же открываем не только кинотеатр для того, чтобы там население смотрело кино, а еще и это отличный инструмент для того, чтобы наши производители имели возможность зарабатывать. Поэтому все ждут, когда у нас... Петр, ну, давайте помечтаем, если проект выйдет действительно и разрастется до российского масштаба, это же переговоры с каждым населенным пунктом, с каждым городом, менталитет другой, потребности. Это уже и маркетинговые исследования, гипотезы, как воспримут где. Что перспективы вы видите? Совершенно верно. Для этого мы очень хорошо работаем, плотно работаем с агентством стратегических инициатив. Вот как раз-таки все вот эти вот маркетинговые исследования и так далее, это, они этим занимаются давно, они меряют температуру креатива там и так далее. В каждом регионе это все уже рассчитано, подсчитано. Я думаю, что проект в любом случае выстрелит, он полетит просто. Дело в том, что
еще раз говорю, что на территории нашей страны огромное количество населенных пунктов. 150 тысяч населенных пунктов на территории России. 2000 кинотеатров, которые расположены в основном в городах. Если в среднем вот так вот посчитать, у нас на территории нашей страны 1100 городов. Остальное все это села, да? 1100 городов, 2000 кинотеатров. Это в среднем 2 кинотеатра на один город. А села где? Села вообще остались забыты. И жители сел, имея даже Дом культуры, не имеют возможности посмотреть киноновинки на большом экране, собраться все вместе в этом Доме культуры, да? Если, допустим, в любом селе показать того же Чебурашку, все население пришло бы смотреть его. А мы до сих пор не дали такой возможности в целом в стране. И это большая проблема, которая уже сейчас дошла до первых лиц. Я думаю, что это решится довольно быстро. Очень важная и нужная миссия, тем более вы говорите, что от вас и киносообщество ожидает реализацию вот этого проекта. Да? Как вы на себе чувствуете вот этот груз ответственности, тем более... Да, груз ответственности большой, конечно, но наш опыт, он еще больше, скажу, да, потому что якутское кино, это дало нам очень большой опыт работы в маленьких населенных пунктах. Ни у кого в России такого опыта нет. Вот поэтому я думаю, что мы легко этот проект реализуем, как только мы осветили эту информацию о том, что будет создано большое количество, там, до 20 тысяч кинозалов на территории страны, да, тут же нам написали письмо поддержки Ассоциация продюсеров. Они тут же написали письмо поддержки. Они считают, что половина населения страны до сих пор не кинофицирована. Половина населения. Но по нашим подсчетам, на самом деле, порядка 45 миллионов человек не имеют возможности ходить в кино. Вот большинство из 156 там, миллионов, по-моему, населения, они живут в городах, у которых есть кинотеатры. А 45 миллионов человек, они раскиданы на огромной территории нашей страны, в маленьких населенных пунктах, и до сих пор не имеют возможности посмотреть того же Чебурашку или фильм «Вызов», хотя очень хотели бы этого. А какие фильмы вам нравятся? Ну, из мировых классик, ну, не знаю, это Шиндлер, допустим, да, список Шиндлера, ну, я его пересматриваю часто. Очень люблю якутское кино. Я смотрю его практически каждый фильм, стараюсь их не пропускать. Но я смотрю больше не только на сам фильм, а как он был сделан, как развивалась эта история. Я изучаю историю продвижения самого фильма там, и так далее. Да? Вот, мы смогли, допустим, фильм «Рядовой Чарин» довести там, и до США и так далее, несмотря на санкции. В Америке его смотрели. Там сделали свою афишу в Корее там, и так далее, и так далее. Сейчас вот многие замечают в каких-то арабских авиалиниях, они там даже в библиотеках есть, да? Это результаты нашего труда, которые мы вот тоже старались вытаскивать наши фильмы, чтобы они тиражировались больше. И над этим действительно много надо работать. Но и бюджеты нужны большие, либо все-таки качественные коммуникации помогают вам в продвижении продукта? Производственные бюджеты фильмов, на самом деле, они, опять же, вот возвращаясь к разговору тому, что мы работаем, вообще вся страна, вот российское кино, мировое кино, оно все работает по шаблонам Запада. И там вот каждый доллар расписан, да, куда он должен потратиться. Поэтому там миллионы долларов на то, чтобы произвести фильм. Да? Вот чем отличается якутское кино от того кино? Почему мы дешево снимаем? Потому что мы не учились по этим шаблонам снимать. Как только мы приезжаем в Москву, рассказываем, что мы сняли фильм за 5 миллионов рублей, который там достиг каких-то там результатов, они поверить не могут, потому что их учили по-другому.
что за 5 миллионов просто невозможно там снять фильм. А сейчас вот школа якутского кино, это и есть школа якутского кино. Мы можем просто-напросто, если у нас нету какого-то отражателя дорогостоящего, да, светоотражателя, может, там ребята берут, там пенопласт, кусок надевают на вилы, и это, в принципе, работает. Но, конечно, это очень банально, но, тем не менее, наши ребята стараются снимать, рассказать свою историю. Что такое фильм? Это же все-таки история, которую хочет режиссер рассказать зрителям. Вот. А все остальное – это технологии. Каким образом снимать, каким образом показывать там, и так далее, и так далее. Нам нужно вот эту технологию немножко упростить. Сейчас на телефон можно даже очень неплохой, наверное, фильм снять, очень неплохую историю и довести до любого жителя. Если вам дали возможность снять фильм, в каком жанре и как бы сняли? Так же, как снимают якутское кино, либо все-таки замахнулись на Да, я думаю, что это по технологиям якутским. Мы работаем над тем, чтобы у нас появлялись какие-то очень интересные картины. Вот, я сопродюсировал тот же фильм «Рядовой Чарин», да? Это очень интересная картина у нас получилась. Даже там нет ни одной женщины, нет любви, вот этих сцен там, и так далее. Но, тем не менее, фильм очень понравился, он очень заходит людям. То есть мы должны способствовать тому, чтобы появлялись вот такие добрые, там, ни крови особо ничего нету, да? А почему вы акцентировали, там нет женщин? Имеется в виду, вот, это как есть советские фильмы, добрые советские фильмы, это русская школа кино, да, там не было таких вот больших сцен. Сейчас вот посмотрите любой фильм зарубежный, да, везде обязательно есть любовь. И вот любовь, она занимает огромное время из фильма, да, то есть не менее 15 минут у вас приходится вот на вот эти какие-то любовные отношения, да? А в каждом фильме это. Вы попробуйте это. Нет, но цифры говорят обратное. Аудитория хочет видеть прекрасные отношения. Ну, это понятно. Это я не к тому, чтобы как-то ущемить там. Я к тому, что патриотическое кино можно снимать и без вот таких каких-то там, да, вот лирических таких сильных отступлений. В советское время огромное количество таких картин, в котором просто показывают жизнь человека, как этот человек жил, ну, какие-то такие жизненные истории, да, а не то, чтобы там какие-то очень много спецэффектов там или еще каких-то хитростей для того, чтобы там привлечь внимание зрителя. На самом деле вот про наших обычных граждан, про людей, вот почему мы не снимаем там фильмы про трудовой народ? Ну, нет у нас таких картин, к сожалению. Вот сейчас нужно действительно вот позаботиться над этим, наверное. И это должна быть некой государственной политикой, потому что советское кино, да, в советское время, это послевоенное время, когда вот было становление вот советского кино, очень много снимали про людей труда. Это была идеология, то есть показывали, что нужно трудиться, нужно работать. И действительно страна училась этому. Это воспринимается вполне нормально, если суметь это показать более грамотно. Про нефтяников очень много фильмов, там, как БАМ строили там, и так далее. Геологи. Геологи, да. Вот, а у нас таких фильмов сейчас нет практически. Вот сейчас как раз-таки пришло время, наверное, снимать вот такое кино. Да? Достаточно большой объем фильмов для того, чтобы развлекательного жанра. Ну, давайте снимать про наших алмазников. Есть действительно очень интересные герои. Вот про наших исторических личностей, да, про Михаила Ефимовича, почему бы не снять фильм? Это абсолютно люди своей такой мощной эпохи, которые действительно... Но их надо снимать интересно. Спасибо большое, Петр, за столь интересную беседу, за исторический экскурс, путешествие по кино. И желаем, чтобы проект, действительно рожденный в республике,
стал масштабным и чтобы, конечно же, привлекались молодежь креативная, творческая, которая будет работать во благо этой миссии, идеи, которая действительно нужна населению. Спасибо.